Ее называют прахом земли и памятью воды. Из нее, согласно мифам разных народов, боги вылепили человека. Шумеры, египтяне, греки – все сходились в одном – жизнь началась с глины. Ученые, кстати, находят этому неожиданное подтверждение. В ее составе почти вся таблица Менделеева, те же элементы, что и в нашем теле. Тяга к глине, возможно, и есть отголосок генетической памяти, как у Марины Козыревой. Ее путь к гончарному кругу был долгим. Годы шли, а желание не исчезало. И в какой-то момент все совпало – время, обстоятельства и внутренняя готовность. Много лет хотелось заниматься керамикой, но то забывалось, то возвращалась к этой мысли. В какой-то год, в момент определенный, все сложилось, все звезды сошлись. Я приехала очень решительно настроенная в художественное училище, нашла директора. Вот, и я такая-то, такая-то, хочу вот то-то, то-то. На что мне директор сказал: пожалуйста, обучайтесь. Это была такая радость. Училась я у скульптора Черчесова Таймураза. Обучил он меня всему. Очень щедро поделился со мной знаниями. Все, что он знал о нашей глине, как она добывается, как ее обрабатывать, как ее почистить, как с ней работать. Дружба с глиной пришла не сразу. Желание подчинить материал своей воле наталкивалось на его упрямый нрав. Это была борьба амбиций с реальностью, но глина не поддается силе, она требует диалога. Ее, живую, дышащую, непредсказуемую, нужно научиться чувствовать. Выкрутить изделие удалось не сразу. Это была какая-то некая борьба. Потому что, как нам всем хочется сиюминутного результата, вот все, ты сел, сейчас я вот что-то такое красивое сделаю, выкручу. Нет, это была борьба. То есть я пыталась подчинить себе глину. Нет, она мне не слушалась. Нужно научиться пока лепить в разных техниках. Техника шара, жгута, пласта. Затем только переходите уже к кругу. И когда я смотрю на свои первые работы, мне бывает, конечно, смешно. Мне бывает забавно, потому что я на тот момент на свои первые изделия думала: ой, как же это необыкновенно красиво, ну вот талант, Марина, талант. Но когда я на них смотрю сейчас, конечно, мне бывает смешно. Если мы скажем, что нет пределов совершенству, это про керамику. То есть все время нужно совершенствоваться, все время нужно тренировать свои руки, свои навыки. Работа с глиной научила главному – терпению. Спешка в этом ремесле невозможна. Материал требует вдумчивости и уважения. Марина работает с различными керамическими массами – немецкими, французскими, российскими, турецкими. Но абсолютным фаворитом остается осетинская глина. С ней нужно войти в резонанс, и тогда результат впечатляет по-настоящему. Что отличает нашу глину от остальных масс? Испанской, турецкой, российских масс. Наша глина, она живая. Во-первых, это мы достаем ее с земли. Земля, которая помнит все. Это история, это наш генетический код. Изделия из нее очень теплые. Она непредсказуема. То есть если производственные массы керамические, они стабилизированы, очищены, что-то в них добавлено, чтобы иметь какой-то предсказуемый результат, то с нашей глиной это в разы сложнее сделать. То есть нужно понимать ее, нужно войти в диалог с нашей глиной. И результат, конечно же, очень радует, очень. Слышите звон? Даже звук у нее особенный. Не глухой стук промышленной керамики, а объемный, глубокий, живой. Звук изделий нашей глины, он звонкий, он емкий, он такой пространственный. Ну, если каждый человек, который возьмет изделие из нашей глины в свои руки и потрогает ее, подержит в руках ее, позвенит ею, то убедится сам человек в этом. Ремесло требует практики, но самый важный урок, который оно дает – умение принимать. Неудачи здесь неизбежны. Самое болезненное – трещина при обжиге. Первая реакция – отчаяние. Однако со временем понимаешь – это не провал, а ответ материала, бесценный опыт. Глина учит терпению, признанию ошибок и неидеальности.
Поначалу было не так. Поначалу это был крах, провал, когда треснуло в печи в обжиге, треснуло в сушке. Это не так страшно, мы переделаем. Но в печи ты открываешь печь, и ты видишь, что там вот это треснуло, а ты столько усилий приложила, чтобы вот это изделие вот было в таком виде. Это, конечно, было чувство краха, все, ой, как так. Со временем я пришла к тому, что это опыт. Это нужно извлечь опыт из этой ошибки, урок извлечь, и идет понимание. То есть уже эта трещина, брак в изделии уже не так обидный, как раньше. Уже я спокойно к этому отношусь, оно все равно мне радует глаз, и нет сожалений. Прежде чем глина превратится в изделие, она проходит долгий и трудоемкий путь подготовки. Но именно это делает конечный результат особенно ценным. Глину я готовлю сама, я ее приобретаю накопанной уже. Ну и вот складываю за домом эти мешки на зиму, они вымораживаются, и вот готовлю все сама. Все этапы я прохожу сама. Вот, делегировать я это ни на кого не могу, потому что мне это нравится. Но это очень сложно. Глину нужно выморозить на морозе одну зиму. Да, на морозе, чтобы ее мороз порвал. Потом оно опять садится, высыхает это все. Это все нужно наколоть, потом замочить на долгое время. Потом вымешивать, долгое время вымешивать. Потом через одно сито, через одну фракцию пропустить, потом через другую, через третью. То есть это очень долгий, трудоемкий процесс. На зиму, допустим, запасаюсь мешков 50-60. Вот они у меня вот так за домом все лежат, складированные. Сколько изделий выходит в чистом виде из этого мешка, не подготовленной дикой глины, очень сложно сказать, потому что она проходит все этапы очистки, и сложно сказать, но достаточно. Освоение ремесла не только работа с материалом. Нужно научиться доверять рукам и чувствовать форму, находить свой способ взаимодействия с гончарным кругом. Раньше это было сумасшествие какое-то. Мне когда руки не слушались, не влез одна рука туда, другая туда, и это было вообще какой-то нервный взрыв у меня бывал. Почему так? Я же рукастая, почему мне не получается? Однажды я была в Питере, тоже брала частные уроки у керамиста. И когда я показала керамисту свои работы, и он увидел, как я это делаю, как я выкручиваю изделие, он был, наверное, разочарован. Он говорит, как с такой постановкой рук у тебя вообще что-то получается? То есть у каждого мастера, наверное, своя постановка рук. В процессе находит каждый человек свой баланс в выкручивании, и руки тоже соответственно, скорее всего. Я осознаю, что, возможно, не совсем правильно мои руки бывают расположены по отношению к изделию, но вот так мне легче бывает крутить. Внимание к деталям – залог качества. Обточка дна, выравнивание стенок, придание симметрии – каждое движение влияет на устойчивость и красоту будущего сосуда. Изделие можно еще доработать, его можно обточить дно путем того, что мы перевернем изделие, установим на круг и можем обточить аккуратненько, у нас будет красивое дно. И вот такой у нас кувшинчик получился. Чаще всего форма рождается прямо в процессе. Руки ведут, а глина подсказывает путь. Так появляются уникальные, неповторимые изделия. Изделие я создаю без четкого замысла. Вот беру комок глины в руки, сажусь за круг, и изделие рождается само по ходу. Вот как рука идет, вот так оно и получается, без замысла. Бывает иногда, иной раз я придумала, так, я сейчас сделаю вот это, но сажусь за круг, и в итоге получается в процессе вообще не то. И нет, я не хочу это делать, я теперь буду делать вот это. Как рука ведет, глина ведет сама. В работе с глиной спешить нельзя. Сушка, обжиг – все требует времени. Слишком быстрый процесс может погубить даже идеально сформированное изделие. В среднем от комка глины, от формирования изделия до конечного результата проходит недели 3-4. Вот. В зависимости, то опять-таки же от размера изделия. Если оно маленькое, то 3 недели. Если это покрупнее изделие, кувшин, то недели 4, то и месяц. Что форсировать сушку невозможно, нельзя. Потому что изделие может потрескаться в сушке. Самое обидное, когда в печи.
Один из уникальных этапов работы с глиной – молочение. Это древний способ обработки керамики для придания ей водонепроницаемости и благородного оттенка. Результат всегда немного непредсказуем. И в этом его особая прелесть. Вот этот цвет приобретается за счет того, что оно в молоке скупано. Вот, то есть изделие не лощеное, оно бывает вот такого, знаете, телячьего цвета, такого вот желтоватого, светло-коричневый, но когда вы скупаете в молоке, вот, оно бывает разных оттенков. Видите, где-то чернее, где-то светлее, поэтому результат бывает такой непредсказуемый и очень радостный. После формовки и сушки наступает этап лощения. Это магия превращения матовой поверхности в сияющую. Мастер смачивает глину и долго натирает ее гладким камнем, пока изделие не засияет мягким блеском и не будет готово к финальному обжигу. К слову о лощении. Вот мы видим, вот это изделие, оно не лощеное. Вот. Это уже, видите, разница есть. Оно блестит, оно с лоском. Это нет. Это уже затертое, замытое, зачищенное изделие. Как мы его натираем? Мы берем вот этот шарик и начинаем вот так сидеть и натирать. Очень долго мы его натираем. И оно приобретает у нас вот такой вот лоск. Вот мы сидим, нам нужно будет вот так намочить вот участок небольшой. Вот, и вот так сидеть и натирать его, натирать. Вот эти изделия, они сохнут. Видите, они высохнут, тоже станут вот такого цвета. То есть вот это я уже тоже приступлю к зачистке и к лощению этого изделия. Вот тут уже нанесен орнамент. Это дерево олень. И оно станет тоже вот таким лощеным, а впоследствии необыкновенно красивым, как вот те изделия. После того, как мы все залощим, все это отправится в печь на обжиг на 1010 градусов. 11-часовой обжиг у нас проходит. Изделие, вышедшее из печи, это уже не просто сосуд. Это предмет, который рассказывает свою историю. Национальные орнаменты – часть культурного кода. Здесь нет слепого копирования. Есть внутренняя библиотека образов, из которой рождается свое, уникальное. Так, ненавязчиво и естественно формируется авторский стиль. Функция предмета становится вторичной. Главное – ощущение, которое он вызывает. Я люблю чашки, и у этих кружек есть поклонники. Я на них пишу остинские слова, наши любимые, красивые остинские слова. Вот. Очень мне нравятся вот кувшины с орнаментами. Вот это вот райское дерево, дерево жизни. Очень, если вам видно, очень мне нравится, я их люблю воспроизводить на изделиях. Одно из любимых тоже вот орнаментов – это апи. Очень люблю, очень трепетно отношусь. Солярные круги. Так, вот моя тоже одна из моих любимых чаш. Это корни. Да, корни, которые вот держат, символизируют рост, основу. Вот тоже моя любимая чаша на 3 ножках. Но особенно я люблю вот эти миниатюры. Вот разные миниатюрки. На них воду не пропускают. Кто что хочет, в них то и кладет. С нашей керамикой очень вкусно пить кофе. Очень вкусно пить. Кто-то захочет, может, для украшений использовать, кто-то захочет отсюда пить кофе. Вот. Кому как захочется использовать это изделие. Керамика учит ценить процесс, ощущать материал в руках, радоваться каждому движению, принимать результат таким, какой он есть. От мягкости к твердости, от комка к форме, как в древней сказке о глине. Занятие керамикой, оно дает всем, знаете, такую некую разрядку и психологическую. Оно приносит в жизнь человека спокойствие, удовлетворение от проделанного, от создания того, что ты вот от комка глины создается изделие. Учит нас принятию конечного результата, каким бы он ни был. Когда работа в мастерской завершена, изделия начинают жить своей жизнью на выставках. Здесь глина встречается со взглядом зрителя, с вопросами, восхищением, тактильными ощущениями. Особенно ценна для мастера профессиональная оценка коллег. Это подтверждение, что путь выбран верно.
Часто принимаю участие в различных выставках. Конечно же, мне важна бывает реакция зрителей. Кто-то восторгается, кто-то задает вопросы, и мне нравится рассказывать про глину, объяснять, а как это вот так, а как это было сделано. Также мне очень важна оценка ремесленников, профессиональная точка зрения. Все мои работы, все изделия у меня любимые, теплые, тактильные, поэтому я считаю, что они достойны, чтобы находиться на всеобщем обозрении. В ближайшие годы я планирую совершенствоваться в керамике, совершенствовать свое понимание глины, совершенствовать свой навык профессиональный. Керамика Марины Козыревой – это сочетание упорства, культурного кода предков и личного ощущения формы. Ее работы наполнены эмоциями и символами. В них слышен голос самой земли, видна связь между прошлым и настоящим, человеком и природой, замыслом и воплощением. Каждое изделие – маленький мир, который хочется держать в руках и хранить в сердце.